Здравствуйте, дорогие друзья, гости, джаратманы и коллеги. В первую очередь я хочу вас всех поблагодарить, что вы здесь. Это огромное удовольствие находиться в таком пространстве и говорить на такие темы, как креативность и арт, идеи. И в первую очередь вот меня Аки, и большое спасибо Аки и всем партнерам UNDP. Они меня попросили рассказать, голодный ли художник в Кыргызстане. Пожалуйста, запомните этот банан, я про него вам расскажу чуть позже. Я не хочу вас утомлять на протяжении всего своего, со всей своей презентации и просто ответить на этот вопрос, потому что уже обед. Уча казыкарта, чучук, манты, плов, бешпармак. Вы проголодались? И так же, как художники, да, художники в Кыргызстане, мы голодные. И вот, знаете, на самом деле это очень интересно. Я очень много размышляла, почему. И можно, конечно, сослаться на то, что да, мы маленькая развивающаяся страна, у нас государство особо не поддерживает искусство или институты, да, искусства, по моему мнению. Но вот, конечно, создание парка креативных индустрий, и вот сейчас как бы государство более реагирует и поддерживает, это, конечно, дает надежду, что все-таки художники не будут в будущем голодать. И, конечно же, знаете, я еще размышляла, думала, вот почему я училась за границей в Лондоне и очень много путешествовала, и всегда восхищалась, будучи, допустим, в Италии, где у них везде просто, вот куда ни посмотришь, красиво, музеи, у них церкви. И я поняла, что, возможно, это какая-то генетическая память и вот наследие кочевников, потому что мы ценим все, что практично, да, вот наше прикладное искусство. У нас, у кыргызов особенно, очень, я считаю, что потрясающая эстетика, чувство меры, и мы представляем и знаем, и чувствуем, что такое красиво, но почему-то вот, почему художники все же голодают, да, в Кыргызстане. И хочу рассказать вот про этот банан. Этот банан был создан как арт-объект в 2019 году одним итальянским художником Маурицио Кателлан. И он ее продал за $120 тысяч несколько раз. И этот банан называется комик, потому что все могут, да, сказать, что это вообще какая-то шутка. Вот. И на этой выставке подошел один грузинский художник, его зовут Давид Датуна, и он просто снял его со стены и съел. И это поразило такой огромной как бы новость в мире искусства, и все возмущались и как бы разговаривали на тему, как это может быть искусством, да? Но те люди, которые купили, они оценили, что да, это искусство. Почему за такие деньги, это можно сказать абсурдная, да, сумма, купить банан, который приклеен на стене скотчем за 120 тысяч. И смотрите, что они даже не стали судиться с этим грузинским художником и сказали, что на самом деле самое важное — это идея. То есть мы вот идем к тому, что такое вообще концептуальное искусство и почему я себя считаю концептуальным художником и мультимедийным, да, художником. Вот. На самом деле быть концептуальным художником в Кыргызстане очень легко, потому что, во-первых, вообще, что такое концептуальное искусство? Если так разбираться, концептуальное искусство это исходит от слова «conceptus» с латинского, это переводится как идея и мысль. То есть если есть разные искусства, и если, допустим, в живописи художник хочет как бы достучаться до эмоционального, да, вот отзыва от человека, то в концептуальном искусстве художник, он пытается как бы воздействовать больше на интеллектуальный отзыв смотрителя. Это, кстати, вот с моей выставки «Куттуб-Бөзүй», юрта благодатная. И когда я начала думать, как бы мне воздействовать на кыргызское общество через свое искусство, первая выставка, которая у меня была, называлась «Юрта благодатная», и она основывалась на традиционной нашей культуре. Я взяла юрту как
как бы центр, да, с которого я могла бы вот через разные инсталляции, видео как бы раскрыть все те глубокие смыслы, которые хранит в себе наша культура кочевная. Вот. Я вам хочу сейчас показать одно видео, которое было частью этой выставки. Скульптуры. Я использовала только традиционный войлок и сделала 7 костюмов, которые были вдохновлены юртой, да, то есть ее конструкция, она на самом деле гениальная. У нас, конечно, нет церквей и соборов, как в Италии, но у нас есть юрта, и мы можем вдохновляться своей же культурой и создавать искусство концептуальное. А вот одна из таких вот инсталляций, эта инсталляция называется «Кут». И кут — это, то есть, благодать, да? И вот я, допустим, выросла с бабушками, они мне всегда рассказывали, вот кут. У нас вот это слово очень важное в кыргызском языке, как бы кут туктайм, да, то есть мы поздравляем, или там кут гель калдыңар, да, ну вот как бы, когда мы еще приходим. И вот этот свет, который льется через тундук, как раз эта выставка открывалась 20 декабря 2020 года после третьей революции, я прошу прощения, запуталась, но сколько было революций. Но, в общем, это было после таких политической нестабильности, и этой инсталляции я хотела как бы всем пожелать, чтобы был мир и благо в каждом доме. Это вот следующая инсталляция тоже с этой же выставки. Она называется «Канчабут кирсе ошончо кут кирет», да, опять. Эта инсталляция была вдохновлена нашей традиционным макал-лакапом, да, это как. И вот если вы посмотрите, это все галоши, 100 пар, выстроены вокруг традиционного кыргызского шырдака, и они как бы вместе составляют конусообразную форму, которая напоминает алачик. А алачик — это предюрта. До того, как была рождена юрта, у нас был алачик, это как у американских индейцев, да, типе. И это означает то, что как бы мы вот когда входим в юрту, мы все снимаем обувь. И это говорит о том, то, что мы уважаем свою культуру, уважаем дом, в который мы входим, да, и также говорит о гостеприимности нашего народа, и также вот транслируется в этой инсталляции. Вот это одна, просто еще раз, коллекция. Так. А следующая, кстати,
эта выставка вызвала огромный резонанс. Она проходила в Музее изобразительного искусства и была создана благодаря стипендии фонда Сороса «Кыргызстан», которые меня поддержали, чтобы я смогла сделать эту выставку, потому что я с этой выставки никак не заработала, наоборот, еще больше вложилась, чтобы донести эти смыслы вот через свое искусство. А вторая выставка, она называлась «Кыт Камыр Киис и Ким Кардашьян». То есть это тоже была мультимедийная выставка, но я попыталась передать идею того, что вот как вообще можно быть женщиной в современном мире, но в то же время как бы помнить о своих традициях. Вот я вам покажу одно из видео. Одно из видео, которых вот я показывала на этой выставке. Ага. И я использовала только 3, можно сказать, материала. Это кыт, камыр и киис. Чтобы... Это видео идет 10 часов, кстати. Мы, конечно, не будем 10 часов на это смотреть, но, знаете, вот, допустим, в наших традициях, да, вот особенно девушки знают, что нас иногда оценивают по тому, как тонко и кругло мы можем раскатать тесто, или как вкусно мы можем сделать хлеб. И мне было это очень смешно, потому что я подумала, вот сейчас у нас совершенно другой мир, и современность, мы хотим все быть красивыми. И, конечно, это доведено до абсурда в форме Ким Кардашьян, да, на миллионы женщин и вообще на стандарты красоты влияет, и они все время носят эти длинные ногти. Я просто подумала, как было бы круто увидеть, что вот, да, женщины могут быть и современными, и в то же время как бы, ну, практиковать традиционные традиции. Да? Или... Вот, переключаемся. Это вот тоже объекты искусства с этой выставки. Это просто было панно. Я из кыта вылила, я когда была маленькая, у меня 2 старших брата, они мне все время заставляли им помогать заливать кыт в вальчики. Я подумала, что это очень такой традиционный материал, и как я могу его совместить. И вот, ну, как бы, опять-таки, вдохновленная нашими макал-лакапами, да, у нас есть такое выражение, как нану улук или кыздын кыркчачы улу. Вот. И также сделала лепешку на войлоке. Это вот был мой самый главный постер. Очень красивая кыргызская девушка, вся в гламуре и с розовым типа элечеком. Вот. Давайте поговорим как мультимедийность. Я на самом деле, знаете, это вот если переводить вот для художника, вот как я могу объяснить, что такое мультимедийность, это вот вы открываете свой телефон и заходите в приложение, да? И, допустим, для меня, как для художника, если бы у меня было бы только одно приложение, допустим, живопись, я могла бы только писать картины. Но я это рассматриваю, что вот мультимедийность — это как просто возможность пользоваться разными материалами, то есть это видео, инсталляции, это может быть графика, живопись, и пользоваться разными материалами, которыми я могу, чтобы передать смыслы и идеи, которые у меня есть. Вот, один арт-объект, который я недавно сделала для выставки в Нью-Йорке, это боркок, который напичкан значками Ленина. И это называется «Ленин боркогу». И это говорит о том, что вот в советское время нас, как бы, ну не нас, наших родителей, наверное, моих родителей и все это поколение как бы воспитывали в этой пропаганде, да? И повесила эти традиционные кыргызские чачики, потому что вообще постсоветское, вот как оно переносится в нашу еще жизнь, да, уже которые выросли не в советском пространстве, оно все равно существует и влияет на нас. А следующее, это вот я сделала также украшения, используя уже войлок и серебро. Опять-таки, это 2 традиционных кыргызских материала. И у меня пришла такая идея, было бы очень круто, если бы я могла бы рисовать серебром на войлоке. И хочу вам показать короткое видео.
Это изделие, спасибо большое, это изделие было на самом деле заказано мной, то есть мне Аидой Суловой. Наверное, многие ее здесь знают как создателя вот Art Asanbai центра. Но она сейчас в Нью-Йорке, это вот тоже, она сама художница и куратор, и она старается как бы распространять информацию и искусство центральноазиатских художников уже в Америке, ну, за рубежом. И когда эти изделия были представлены на выставке в Нью-Йорке и Вашингтоне, был очень большой резонанс среди именно международных экспертов по ювелирке и по искусству. И вот сейчас про эти изделия хотят написать статью в Нью-Йорк Таймс. Кстати, Камила Сариева, моя любимая модель. Я хотела через эти изделия передать вот, то наследие, которое женщины на себе несут. Да, как бы, вот. Кто еще не понял, здесь написано «женщина», «woman», серебром. Вот. Также я недавно выиграла один грант, который просил, чтобы я разработала линию изделий для интерьера. И одно такое изделие было каповый стол с эпоксидкой. И я внедрила туда опять лепешки, потому что вот кыргызы, мы очень известны своим гостеприимством. И вот это было вдохновлено памятью о моей бабушке, которая готовила хлеб, ставила его на стол и ждала, когда это все остынет, чтобы мы все налетели и с каймаком, с вареньем кушали. Вот. Также я занимаюсь модой. Я закончила университет искусств колледж Святого Мартина по дизайну женской одежды. Вот эта коллекция выиграла приз Vogue, серебряную медаль в 2014, по-моему, году в Италии. Я также использовала войлок и шерсть. Такие изделия. Также очень люблю шелк и вообще все центральноазиатские материалы натуральные, как войлок, шелк. Не переключается. Это недавно я сделала тоже такую коллекцию, которая называется Fashion Stan, и со своим другом Иваном Рязковым, который очень талантливый художник и режиссер из Казахстана. Мы сняли небольшой клип, он очень быстрый. Сейчас. Я просто представила, как можно было бы по центральноазиатски представить моду. Это в 4 утра. Это мой папа, которого я заставила встать в 4 утра, чтобы он водил лошадку. Вот, кстати, лошадь тоже ехала через весь Бишкек с конного спортивного клуба. Это было очень интересно. Коллекцию тоже показывала во время большого ивента Национальный исторический музей, который организовал шоурум «Модный дом» при поддержке Министерства культуры. И вот. Спасибо. Ну, последнее, вот уже я ухожу, потому что уже выгоняют, но я хотела просто сказать о том, что какой потенциал вообще на выход международного арт-рынка имеется у кыргызских художников. Он огромный, он необъятный, у нас есть вся возможность выходить на этот арт-рынок. Вот, допустим, эти изделия были представлены на Гёте в институте в Токио. Они узнали обо мне, опять-таки, через Инстаграм. Хотя я Инстаграм начала 2 года назад, благодаря моей подруге Чолпон Аламановой, которая здесь сидит. Это тоже также войлок с кытом. Вот, и они у меня приобрели эти работы. И также с юртой Благодатной, благодаря Ивану Рязкову, мы сделали этот фотошут за 1000 сомов. Это аренда просто лошади. Поехали в Каджисай, и она попала в Best of Photo Vogue. Вот, спасибо. Это моя мама.